По основным показателям работы за 2017 год наше управление по контролю за оборотом наркотиков заняло 3-е место России. Полицейские изъяли из оборота 36 килограммов запрещенных веществ и не собираются останавливаться на достигнутом. За последние 2 месяца наркобизнес республики снова понес значительные потери. О наиболее крупных задержаниях в нашем репортаже. Более 1,5 килограммов так называемого спайса собирался заложить в тайник житель Новочебоксарска. Крупная партия предназначалась для мелких сбытчиков, а попала в руки сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков Республиканского МВД. Сотрудничество 29-летнего новочебоксарца с одним из интернет-магазинов, распространяющих зелья, оказалось очень непродолжительным. Задержаны были и 2 непосредственных закладчиков запрещенного вещества. Уже после реализации материалов уже проводим мероприятия по установлению мелкооптовых закладчиков, которые тоже были задержаны и в настоящее время привлекаются уже по этому же уголовному делу. Примерно в это же время в поле зрения оперативников попала и мать-одиночка из Новочебоксарска. Женщина занялась сбытом наркотиков, несмотря на трагическую участь брата, который не может жить без очередной дозы. Что есть? Заявила, что в квартире имеется наркотики. Специально обученная служебная собака замирает возле шкафа в гостиной. Значит, там есть наркотики. Прежде чем осмотреть сумку хозяйки, полицейские обходят с четвероногим стражем всю квартиру. При задержании у матери 8-летней девочки была только одна небольшая доза. Она только что сделала несколько закладок на Вурнасском шоссе в Чебоксарах. Но и в сумке осталось немало – более 1 килограмма синтетических наркотиков. Три разновидности спайсов, которые новочебоксарка получала через интернет-магазин. Чтобы не перепутать сорта и вес пакетов, разноцветная изолента. Говорят, что женская сумка – бермудский треугольник, но содержимое этой явно указывает на род занятий ее хозяйки. Электронные весы для взвешивания. В рабочем состоянии все. Сыщики разъясняют понятым смысл СМС-переписки подозреваемой с клиентами и оператором виртуального магазина. Не знающим людям действительно разобраться сложно. Используется специальная система знаков и обозначений. Последний столбар снегу в синей изоленте. Видите, написано? Фотография прикреплена. И место тайника обведено кружочком. Сообщение с адресом закладки пришло еще одному жителю Новочебоксарска. Сотрудники УКОНа наведались к нему домой, так как знали, что молодой человек успел забрать посылку. Оперативники уже задерживали его за сбыт синтетики, но желание заработать оказалось сильнее страха надолго угодить за решетку. Он уже у нас привлекался к ответственности ранее за сбыт. И в настоящее время как раз у него уголовное дело направляет в суд за сбыт наркотиков. То есть он, находясь под подпиской о невыезде по предыдущему уголовному делу, также продолжал заниматься сбытом. По информации сыщиков, 26-летний новочебоксарец, который сам принимает наркотики, осуществлял от 20 до 30 закладок в день, в основном на территории столицы республики. Во всех районах города, северо-западный, новоюжный центр. В ходе обыска у подозреваемого было изъято около половины килограмма спайсов. Возбуждено уголовное дело. Так что не успеет молодой человек предстать перед одним судом, как снова будет ждать очередного приговора. Времени подумать, сколько на самом деле стоят легкие деньги, у него будет предостаточно.